Ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Приштина, Косово. Сербы, пережившие ужас натовских бомбардировок, забрасывают БТРы российских миротворцев цветами и ликуют «Браво, Россия!». Так наших военных встречали в Европе, разве что в 1945-м. Главный герой этой уникальной операции остался за кадром. Мало кто знает, за несколько дней до прихода основных сил важный стратегический объект в Косово, аэродром Слатина, уже находился под контролем небольшого отряда спецназа ГРУ, которым руководил майор Юнусбек Евкуров. В июне 1999 года Евкуров со своими бойцами прямо под носом у сил НАТО обеспечил плацдарм для прибытия в Приштину российских миротворцев. Весть, что русские, опередив американцев и англичан, вошли в Косово, тогда взбудоражила весь мир. За подготовку и обеспечение той операции с сводного батальона ВДВ Юнусбек Евкуров получил золотую звезду и звание Героя России. Какие именно действия он совершил, какие решения принял, до сих пор остается государственной тайной. Причем засекречены не только операции, в которых участвовал и которыми руководил Евкуров в Югославии, но и большинство других. Время придать их гласности еще не пришло. Но кое-какие детали героической биографии Юнусбека Евкурова мы сегодня все же раскроем. Как думаешь, этот деньги соберет? Думаю, соберет, жениться хочет. Все, больше не приходи. Второй раз не отпущу. В этом нашумевшем фильме Алексея Балабанова «Война», герои, от которых боевики требуют выкуп за жизни близких, со своей бедой и отчаянием один на один. Лишь в финале на помощь им приходят федеральные силы. Товарищ полковник, капитан Медведев. Слышь, обложили нас тут. В вертушку пришли, а? Но в жизни не так, как в кино. Каждый вызволенный из плена – результат не героической самодеятельности, а трудных и долгих переговоров и боевых операций, в которых порой задействованы сотни солдат и офицеров. Так было и в конце 1999 года, когда 17 ноября у селения Харачой Веденского района Чечни разведгруппа 31-й отдельной воздушно-десантной бригады столкнулась с вооруженным до зубов отрядом боевиков. В неравном бою погибло 12 десантников, двое попали в плен. Через месяц, в декабре 1999-го, поступила оперативная информация. Захваченные бойцы Ульяновской бригады вместе с другими военнослужащими удерживаются бандой Басаева. Одному из военнослужащих ему отрубили палец, для того, чтобы он впоследствии потом не мог стрелять, как ему потом объяснили. Их из одного места перевозили в другое. Это все под населенным пунктом Ведено. Это родовое село, где Шамиль Басаев родился, жил, рос и в последующем воевал. И военнослужащие эти, вот, находясь в банде, они не предполагали, что их когда-то кто-то вытащит. Оказавшись в плену в условиях пыток и издевательств, легко потерять надежду. Но у тех, кто по долгу службы должен вернуть сыновей их матерям, нет права на малодушие. Хотя для того, чтобы добиться цели, нужно идти на переговоры, порой прямо в логово врага. Любая встреча, она подразумевает одно. Кто-то соблюдает договоренности, а кто-то нет. И выезжая на сопредельную территорию, ты не знаешь, вернешься обратно или нет. Здесь же были задействованы и представители организованной преступности Дагестана. Это были представители парламента республики. Это были представители бандформирования Чечни. Со всеми надо было встречаться. В операции по освобождению десантников участвовали спецслужбы и воздушно-десантные войска, но основную работу предстояло проделать одному человеку – подполковнику Евкурову. Здесь в первую очередь помогли сами местные жители, которые вывели на эту позицию и сделали все, чтобы
родственников подключили из числа боевиков, которые давно уже не хотели уже воевать, понимали, что это неправильно. И вот эти родственники, я помню, ночью мы встречались с этими уже еще боевиками, и с ними все проговорили вопросы. Ну, думали, что может быть и замануха какая-нибудь, и засада, но благо они пошли навстречу. Сегодня он рассказывает об этом эпизоде как о чем-то обыденном, где не было ни риска для жизни, ни героизма. Просто двое ульяновских десантников и 10 их товарищей по несчастью вернулись из чеченского плена домой. Надо не забывать, что как бы он один тогда шел, операция проходила на территории Чечни. Это, в принципе, один войнахский народ. Чечен раньше была Чечено-Ингушетия. И здесь, конечно, то есть он практически был на своей территории. То есть тоже тяжело, морально тяжело. Понятно, что как бы у терроризма и у него нет национальности. Но все равно внутренне это не так просто, когда ты находишься на своей земле. Это тяжелее, чем любому другому. Ингуш по национальности Юнусбек Евкуров родился в селе Тарское. Сегодня это пригородный район Северной Осетии, а когда-то старинное селение Ангушт, давшее название Республики Ингушетия. Знаменито оно и тем, что в 1770 году недалеко от этого села старейшины ингушских кланов подписали соглашение с Россией о вхождении в состав империи в обмен на мир и защиту. Вообще происхождение нашего цепа из горного села Альгети. Это село сейчас есть, оно находится там, но изначально это башенный комплекс Эрзи. Эрзи, он тоже сегодня существующий башенный комплекс. Вот оттуда мы произошли. В детстве он часто проводил время в горах. Среди древних боевых башен любому мальчишке легко представить себя воином. Однако Юнусбек мечтал не о военной карьере. Он хотел быть егерем, а еще, как отец, разводить пчел. Вот, пожалуйста, вот уже начали они замазывать, собирать мед. Работает нормально. Вот, как говорится, хулиганят, не хулиганят, драться не кидаются. Отца Юнусбека Баматгерея Евкурова давно нет в живых. Но своей страстью к пчелам он успел заразить многих, в том числе и друга детства Идриса Доскеева. Благодаря Баматгерею Хусеновичу я по сегодняшний день, значит, увлекся этой работой и занимаюсь. Это была очень добропорядочная семья. Отец, мать его, это были очень такие, как вам сказать, ну, люди соль хлебные. Они очень радовались, когда к ним в гости зайдет человек. А какие они были хорошие люди, как их Бог соединил вместе с одинаковым характером, гостеприимные, очень уважительные. И детей они воспитали в этом духе. Я у них хулиганских детей не видел. Не видел. И при таком отце, я думаю, навряд ли хулиганом бы стал. Потому что он постоянно чем-то их заставлял делать. Где-то они работали. Для меня уж точно там отец никогда не говорил, что я молодец, что вот там вперед, там работай, служи. Я даже не представляю там отца, который так говорил бы мне, да. У нас отец был довольно такой суровый. У Баматгерея и Хавы Евкуровых было 13 детей. Юнусбек 7-й, а потому ему постоянно приходилось терпеть подначки и раз за разом доказывать 5 старшим братьям, что он, хоть и младший, но ничуть не слабее. Нередко в этих испытаниях требовалась сила не только мышц, но и духа. Когда отец ставит какие-то задачи по работе, отец ушел, ну, то дедовщину никто не отменял, и младшему всегда выпадало, что больше работает. И вопросы там, в том числе, освоение первых уроков мужского характера. Я помню, у нас был такой, несколько там омутов, водоворотов такой там на реке. Я помню, это такие моменты, когда старшие братья собираются, младших ставят перед собой и этот в омут кидают. Хотя закручивают, до дна опускают, потом ты выныриваешь оттуда. В
Вот это первые кадры фильма режиссера Юрия Чулюкина «Жизнь, ставшая легендой». В смутных силуэтах конницы не разглядеть шестилетнему мальчишку, который вместе с братьями и друзьями скакал по полю. Так Юнусбек заработал свои первые деньги. За участие в массовке платили 3 рубля. Впрочем, не это оказалось для Евкурова главным. В массовке снимались бойцы из расположенных рядом учебных центров общевойсковой дивизии и Орджоникидзевского высшего командного училища. Мальчишки с ними быстро подружились, таскали из дома яблоки, сметану, свежевыпеченный хлеб, сидели в оцеплениях, разглядывая оружие. Став постарше, крепкие и закаленные работой сельские парни мерились силой с солдатами и офицерами и ликовали, если удалось взять верх. Юнусбек с нетерпением ждал, когда его призовут в армию. В военкомате призывник Евкуров попросился в Афганистан. За это обещал военкому ящик коньяка. Но его отправили на Дальний Восток. Сначала в зенитно-ракетные войска, а потом в морскую пехоту. В армии Юнусбек впервые увидел море. А еще людей, для которых родина – это больше, чем родное село. Я тогда не знал такого там девиза, выражения. Там есть такая профессия – родину защищать. Там из фильма «Офицеры». И в последующем тот девиз, который потом рождался в армии, в том числе, что семья в первую очередь, а служба вне очереди. Вот это мне понравилось, вот это само отношение офицеров к службе, к нам, к солдатам, и вообще сама мотивация к этому делу. И я влюбился в эту профессию, и вот тогда у меня зародилась идея пойти в военное училище. Легендарную Рязанку, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Евкуров выбрал назло тем, кто пугал. Мол, поступить туда невозможно. Оказалось, пугали не зря. Нужных баллов Юнусбек не набрал. Однако домой решил не возвращаться. Год я провел в Рязани. Я поработал довольно там месяца 3, разгружая вагоны на ЖД-вокзале, снимая квартиру там с товарищами, зарабатывая деньги. А потом пошел работать на обувную фабрику. И параллельно пошел в вечернюю школу и готовился, пошел в секцию там, борьбы, в секцию бокса и готовился поступать в училище. 501, 502, 503, кольцо, 504, 505, Куба. Когда и со 2-го раза поступить не удалось, Евкуров зашел в училище с другого хода. Устроился кочегаром в котельную. Это не единичный случай для десантного училища, потому что были люди, которые не дотягивали по баллам при поступлении. Они там в землянках, в норах жили, чтобы можно было потом, как только по определенным критериям человек уходил, или тяготился учебой, либо физической подготовки не тянул, увольнялись и брали как раз вот из этих так называемых партизан. Почему Юнусбек так упорствовал в своем стремлении? Сказался навык добиваться своего, отточенный в детских соревнованиях с братьями. Но было и кое-что еще. Профессию военного Евкуров выбрал вопреки мнению отца. Пошел наперекор родительской воле и оттого еще сильнее стремился доказать свою правоту. То есть я всегда стремился быть лучшим во всех отношениях. Лучший взвод, лучшая рота, там, лучший батальон. И те ребята, которые со мной служили, и командиры, и солдаты, это подтвердят. Я никому не позволял даже в полку бегать быстрее, чем я. У меня была такая привычка с солдатами всегда устраивать соревнования. То есть я солдату говорил, если ты больше меня поднимешь, идешь в отпуск. Ну, представляете, да, как он старался и как он расстраивался, когда не мог меня выиграть. Для подчиненных оставалась недостижимой физическая форма командира. Он всегда делал чуть больше. Он служил в 350-м полку, а я служил в 357-м полку. И мы с ним на зарядку вставали раньше, чем другие. И зарядка у нас была навстречу. Он с одного полка, я с другого полка бежали. У нас были красно-революционные трусы.
Ну, после фильма «Офицер» там шаровары были красные, а у нас были трусы спортивные, в которых мы бегали. Удивляли местный народ, проживающий в этом городке, ну, круглогодично. С ним бегали, закаливались, и все подчиненные наши то же самое делали. С первого раза выговорить ингушское имя и отчество подчиненным и сослуживцам Евкурова было непросто. Так что на время службы Юнусбек Баматгиреевич стал Юрием Борисовичем. Его мечты об Афгане так и не осуществились. Войска вывели раньше, чем Евкуров окончил Рязанку. Юнусбек тогда сильно расстроился, что не успел повоевать, набраться боевого опыта. Он тогда и предположить не мог, что горячих точек и боевых операций в его жизни будет даже слишком много. В конце 80-х силы, заинтересованные в развале Советского Союза, развязали в Закавказье настоящую межнациональную войну. Был выдвинут лозунг об объединении Северного и Южного Азербайджана, территорий, поделенных между Россией и Ираном в начале XIX века. Утром 31 декабря 1989 года на Нахичеванском участке советско-иранской границы толпа, вооруженная бутылками с зажигательной смесью и охотничьим оружием, начала крушить пограничные вышки и сигнализацию. Они были уничтожены на отрезке границы протяженностью почти 700 километров. 13 января 1990 года 103-я воздушно-десантная дивизия, в которой служил Евкуров, была поднята по тревоге и передислоцирована из Витебска в Азербайджан в помощь пограничникам. И эта помощь оказалась очень действенной. Этот караван из 15 человек идет ночью. Рюкзаки от головы практически до пят. Это с оружием люди шли. Для того, чтобы можно было в Азербайджане уже это оружие распространить и использовать против действующей власти. И если я скажу, что, допустим, мы с Юрием Борисовичем были теми командирами, которые максимально задерживали за ночь, наверное, это будет неправильно. Каждый работал на своем участке, но у нас за ночь мы с ним умудрялись до 130 человек задерживать. Вскоре горячие точки на окраинах Советского Союза начали множиться. У десантников командировки следовали одна за другой. Закавказье, Киргизия, Таджикистан, Абхазия. Что за паника, не понимаю? Транспорт есть. Вооруженное сопровождение тоже есть. Всех вывезем, никто не останется. Этот эпизод фильма «Десантура. Никто, кроме нас» посвящен событиям в начале 90-х в Абхазии. Эвакуируя мирных жителей из зоны грузино-абхазского конфликта, взвод молодого лейтенанта натыкается на отряд противника. Стой! Мы колонну досмотрим. Нет. Ты вот что, лейтенант, ну-ка отведи-ка своих людей. За поворот. Нет. Ты посмотри, какую упрямую, а? Хочешь своими консервными банками танк остановить? Без приказа не стрелять. В жизни Юнусбека Евкурова подобное происходило нередко. От выдержки командира, его уверенности в себе в такие моменты зависело многое, если не все. Эпизод в засаде, и бойцы расположились, и ожидаем там одну группу противника, а видим совершенно другую, да, большей по численности. Один из наблюдателей там подползает и меня спрашивает, что делать, будем воевать. Если с тобой что случится, я тебе представлю посмертных героев. И, ну, бой закончился, мероприятия закончились, ну, выиграли там, правда, там, 200-х не было, но раненые были. И потом уже, через какое-то время, этот солдат говорит, что вот как только вы сказали, что посмертные герои, у меня, говорит, весь страх пропал. Евкурову тогда казалось, что ему удастся сохранить хладнокровие даже в самые трудные моменты. Но вот война пришла к порогу его родного дома. Пригородный район, полукольцом охватывающий Владикавказ, был присоединен к Северной Осетии после депортации ингушей в 1944 году.
После разоблачения культа личности в 1956-м ингуши стали массово возвращаться в места исторического проживания, вступая при этом в конфликты с осетинами, занявшими их дома. В 80-х вспыхнули волнения среди осетин, требовавших выселения ингушей за пределы района. В октябре 1992-го спорная территория стала поводом для развязывания настоящей войны между осетинскими и ингушскими вооруженными формированиями. – 30 октября в ингушские поселки нагрянули вооруженные банды из Южной Осетии. 2 ноября они пришли в Тарское, родное село Евкурово. И вот то, что они вытворили в этом селе, вот, старик был Евлоев, он сказал, я старик, я не тронут. Его убили, где-то закопали. Почти 90-летняя была Хава, Арсамакова, женщина, она исчезла бесследно. Ханиев был Идрис, он занимался ремонтом машин, его убили, он... Тут кладбище рядом, там его закопали. Да, были до этого конфликты, стычки, там еще с той, с другой стороны, это видели. Но при этом никто не знал, что вот именно в час X что-то начнется. 1 ноября 1992 года в зону конфликта были введены федеральные войска. И командир 3-й роты отдельного батальона спецназа ВДВ Евкуров оказался в родном краю, который было не узнать. Сожженные и разграбленные дома, многочисленные случаи изнасилований, 600 убитых, тысячи раненых. Евкуров до сих пор не говорит о своих переживаниях в тот момент. Но можно представить себе, что чувствовал будущий глава Ингушской республики. Он ничего не знал о судьбе своих близких. Знал лишь, что отцу повезло уцелеть. В момент начала погромов Баматгирей Евкуров случайно оказался в военном городке, откуда была организована эвакуация ингушей. Его сын, как офицер, не мог позволить себе поддаться эмоциям. Нужно было спасать попавших в беду людей. Я принимал участие. И принимал участие, надо сказать, и мои сослуживцы, в том числе, которые работали, они выполняли в этом тоже свой долг. Они разъединяли противоборствующие, так будем говорить, стороны. Да? Я, например, со своей группой работали мы и в ущельях, и по территориям, освобождая, в том числе, заложников лиц ингушской национальности. Лишь сутки спустя, а эти сутки показались вечностью, Евкуров узнал, что его тяжело больную мать-братья сумели вынести на носилках через горы. У нас есть так называемая дорога жизни, мы ее называем. И по этой дороге жизни люди уходили уже непосредственно в горную часть Ингушетии, потом на равнинную часть. Эта рана не заживет в душе Юнусбека Евкурова никогда. Обстрелами было уничтожено 13 ингушских сел пригородного района. Около 30 тысяч ингушей были депортированы из Северной Осетии. Но больнее всего оказалась интерпретация конфликта средствами массовой информации. Политика была такая, вот поддерживать вот одну сторону. Это наглядно было видно, в том числе там на всех передачах. Выставлялись ингуши агрессорами, выставлялись там. При этом, когда сегодня мы задаемся вопросом, там, как же получилось так, что и нападали это, в процентном соотношении 90% и погибших, и пропавших детей ингушской национальности. Когда нам говорят, надо говорить помягче, я всегда задаю вопрос, а как мягко сказать? Я скажу, что он очень сильно пережил это внутренне. Для него это была очень большая травма. Он, в общем-то, умеет найти ту разницу, где чувство национальной гордости граничит с национализмом. И он умело это разделяет, и в том числе и со своими коллегами сегодня, когда он работает в республике. Спустя 16 лет после осетино-ингушского конфликта, в августе 2008 года, когда Грузия начала артиллерийский обстрел Цхинвала, Россия встала на защиту Южной Осетии. В операции по принуждению к миру принимал участие и Юнусбек Евкуров. Думал ли он о том, что защищает, быть может, именно тех, кто убивал, калечил, насиловал в его родном селе?
по идее, человек должен быть обиженным. По идее, человек не должен принять участие в том, чтобы защищать осетинский народ, потому что с ними был конфликт, потому что были потери, погибшие и с одной, и с другой стороны. Но он государственный человек, он генерал, он уже на тот момент герой России. Вот над этим надо подняться. И для него главное – это жизнь человеческая. Поэтому в этом конфликте он принимал участие начальником разведки, и от его информации зависело, насколько можно сохранить жизнь простых, обычных граждан Южной Осетии. Дело не в осетинах, не в ингушах. Это геополитика, это стратегия, это интересы Российской Федерации. И за интересы нашей великой страны и каждый из нас присягу принимал и долг свой выполнял. А зачем мы тогда нужны? Здесь нет никаких там сомнений или вопросов. Надо, будем воевать на любом направлении, в любом месте. О том, как Юнусбек Евкуров умеет воевать на любом направлении, ходят легенды. 1999 год. Натовская авиация 2,5 месяца бомбила Югославию. Наконец подписано мирное соглашение, и НАТО готово передать контроль над регионом международным силам. Обоснованно опасаясь ущемления прав сербского населения, Россия потребовала для своего миротворческого контингента равноправный сектор, но получила высокомерный отказ. Генерал Фогельсон оговорочку сделал: если очень важно, мы 2 батальона можем принять в американский сектор. На что, естественно, ему, он говорит, это интересное для вас предложение. Я спрашиваю, в чем его интерес? Да вы же не хотите подчиняться командованию НАТО. Я говорю, да, мы не будем подчиняться. Вот. Но вы будете подчиняться напрямую американскому генералу. Они считали, что для нас такая высокая честь, там, чистить ботинки американскому генералу. Вот. И мы, естественно, отказались. Однако российские миротворцы и не думали отступать от задуманного. Майор спецназа ВДВ Юнусбек Евкуров получил приказ с 18 бойцами скрытно проникнуть на территорию Косово и подготовиться к прибытию основных сил. К тому моменту его группа находилась в Югославии уже несколько недель, однако раскрыть цель ее миссии сегодня все еще не позволяет гриф секретности. Задачи там изначально у нас не было, там, аэропорт там, или еще чего-то там. Но эта задача появилась, она появилась как бы второстепенно. Главные задачи были другие. И эта задача появилась, она внезапно появилась. И на подготовку выполнять задачи не было практически времени. Буквально там 4 дня. Конечно, по-разному там проходилось. И под прикрытием, в том числе, где-то были там удостоверения журналистов, где-то были удостоверения там еще чего-то. Ну, по-разному. Это как-то это обычно работает. 10 июня 1999 года командир бригады ВДВ, входивший в состав миротворческой дивизии, которая дислоцировалась в Боснии и Герцеговине, получил секретный приказ скрытно подготовить сводный батальон в составе 200 человек и неожиданно для НАТО совершить 600-километровый марш на аэродром Слатина. В ночь с 11 на 12 июня батальон ВДВ двинулся в сторону границы Боснии и Сербии. Натовцы обнаружили движение российской колонны спустя 6 часов. Было оказано невероятное политическое давление, чтобы остановить батальон. Командующий операцией генерал Заварзин, получив 2 взаимоисключающих приказа, оказался в сложном положении. И вот здесь Юнусбек проявил вот такую твердость духа. Ну, во-первых, любой офицер не любит, когда вот поставили задачу, ты начинаешь ее выполнять, тем более задача боевая, рискованная, а тебя потом, значит, начинают разворачивать и так далее. И он проявил здесь твердость, дал команду идти на Слатин. Зашли, взяли этот аэродром под контроль и тут же организовали жесткую оборону, в этом Юнусбек участвовал. Появление российских миротворцев на аэродроме Слатина стало решающим фактором в повороте отношений НАТО с Россией и достижении соглашения об участии российских миротворцев в урегулировании косовского конфликта. Фактически наша страна вернулась на мировую политическую арену.
Юнузбеку Евкурову в апреле 2000 года присвоили звание Героя России. По этому поводу в Ингушетии устроили настоящий праздник. Машину ему подарили и ингушскую бурку. В этой бурке он на трибуне стоял. А рядом его мать и отец со мной сидели. Мы вместе приехали. Отец очень даже был рад. Очень даже был рад. И мать очень даже радовалась за него. Слава Богу, говорит, что не зря пропали его труды. К тому времени Бамат-Гирей и Хава Евкуровы, как и многие их земляки, вернулись в родное село Тарское. Все наши строения были разобраны, кирпич, все, ничего не осталось от строительного материала, кроме фундамента. Даже фундамент выложили из блоков, блоки и то забрали. Почти все дети Евкуровых уже имели свои семьи, но родители больше всего переживали за Юнузбека. Ни кола, ни двора, ни жены, ни детей. Каждый год, как приезжал, так устраивали скандал, женись. А он все, говорит, время подойдет, женимся. В конце концов, родственники по народной традиции сами выбрали сыну невесту и познакомили их. Марете Кадзоевой тогда было всего 18 лет. У нее жена красавица. Вот. Знаете, вот именно такая, как еще в XIX веке воспевали наши поэты, женщин, дочерей гор, как тогда говорили. Вот она достаточно юная такая была красавица, он уже умудренный опытом, взрослый человек. Ну, как он трепетно готовился к этому, как он трепетно рассказывал, вот, допустим, кто его супруга, как они познакомились, как это будет ритуал выглядеть. Это, очень интересно было, во-первых. А во-вторых, было видно, что он такой суровый на вид же сам по себе мужчина. А видно было, что душа-то у него такая, в общем-то, ранимая, трепетная. Юнузбек и Марета поженились в декабре 2007 года. А их первенец, сын Итар, появился на следующий день после одного из самых важных событий в жизни Юнузбека Евкурова. 31 октября 2008 года он принес присягу в качестве президента Республики Ингушетия. Мы с ним служили на Урале, я был начальником штаба округа Приволжско-Уральска, он был моим заместителем по разведке, начальником разведки округа. Очень талантливо исполнял он эти обязанности, в общем-то, с большой ответственностью готовил специалистов. И надо отдать ему должное. Последующим должен был, в принципе, он рассматривался на должность начальника разведки сухопутных войск, но поскольку ему руководством государства нашего была предложена должность стать президентом Ингушской республики, он вынужден был признать, согласиться и пойти на эту тяжелейшую работу. Будни главы республики тогда больше походили на эпизоды детективных сериалов с бесконечными бандитскими разборками. Знаете, у нас с ним была беседа, когда его назначили руководить республикой, вытащив прямо с окопов. Я говорю: Юр, как? Он говорит: ты знаешь, говорит, пришли, мне тут же предложили сумму одну. Я сказал, что корректно выйдите, пожалуйста, за дверь. Человек, который предложил энную сумму, подумал, что слишком мало предложил. Зашел и говорит: у меня на одной карточке столько, на второй карточке столько. Для поддержания штанов, как сказано было. Он выставил через своего брата, который охрану у него сдал, и отправил в Освояси. И говорит: у меня, говорит, в кармане было, говорит, 2000 рублей, говорит, и больше, говорит, ничего. В тот момент стрельба на улицах Назрани была для местных жителей привычным делом. Так же, как и теракты, убийства, похищение людей. Когда республика, собственно, находясь на грани выживания, была вынуждена общаться с бандитами, с боевиками. Таковы были реалии. И несмотря на это, вот день за днем, не отрубая головы, а разговаривая с людьми, он шел к спокойствию. Он же поехал сейчас с лидерами бандформирований, поехал сам на машине туда. Приехал с ними разговаривать, сказал, что кто добровольно сдастся, на ком нет крови. Говорит,
те будут амнистированы, но кто замешан в серьезных преступлениях, те будут, естественно, отвечать. Но он не с охраной, ничего, он поехал туда один. 22 июня 2009 года в Назране террорист-смертник на начиненной взрывчаткой «Тойоте» протаранил кортеж главы Ингушетии. Один из охранников погиб на месте. Состояние Евкурова оценивалось как крайне тяжелое. Надежд на то, что он выживет, было немного. Однако 11 августа 2009 спустя всего 1,5 месяца после покушения, Юнусбек Евкуров выписался из больницы, а через 2 дня вернулся к исполнению обязанностей президента Ингушетии. Я его видел, когда он ходил в перчатках, потому что у него все было обожжено. Я слышал его голос, когда он хапнул огня вовнутрь, у него обожжена была гортань. Я это видел, и я скажу, что для меня он еще стал более знаковым человеком, потому что он через вот эти испытания он смог пройти. И не испортиться, не обозлиться. Он остался человеком. Родители не успели увидеть сына на посту главы Ингушетии. Как не успели они и понянчить его детей. Сейчас их у Юнусбека Евкурова 5, и он надеется, что еще будет гордиться ими. Я в этих вопросах, конечно, всегда опираюсь на память о отце своем, о матери, о своих предках, которые так жили. И стараюсь вот таким вот образом это все. И постараюсь передать, конечно. Ну и бесспорно привить им любовь к родине и к службе, к армии. Сегодня, когда спрашиваешь у детей, я им в голову это вкладываю. Кем они будут, это другой вопрос. Но сегодня старший говорит, я буду десантником-разведчиком. Второй говорит, я буду летчиком-истребителем. Третий говорит, что будет танкистом. Ну, 4-й пацан пока еще ничего не говорит. Он только больше плачет, наверное, и кушать просит. А девочка хочет быть там врачом. Кроме золотой звезды Героя России, у Евкурова есть еще несколько боевых наград. Это Орден Мужества и Орден Красной Звезды, медали за отвагу. За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу президент Ингушетии награжден орденом Александра Невского. Но самой дорогой наградой он считает одобрение своего отца. В день, когда Юнусбека Евкурова чествовали в столице Ингушетии как героя, Баматгирей положил ему руку на плечо и одним этим жестом признал правоту сына в их давнем споре. Есть такая профессия – родину защищать. И Юнусбек Евкуров справляется с ней достойно. Военнослужащие эти, вот, находясь в банде, они не предполагали, что их когда-то кто-то вытащит. Оказавшись в плену в условиях пыток и издевательств, легко потерять надежду. Но у тех, кто по долгу службы должен вернуть сыновей их матерям, нет права на малодушие. Хотя для того, чтобы добиться цели, нужно идти на переговоры, порой прямо в логово врага. Любая встреча, она подразумевает одно. Кто-то соблюдает договоренности, а кто-то нет. И выезжая на сопредельную территорию, ты не знаешь, вернешься обратно или нет. Здесь же были задействованы и представители организованной преступности Дагестана. Это были представители парламента республики. Это были представители бандформирования Чечни. Со всеми надо было встречаться. Как думаешь, этот деньги соберет? Думаю, соберет, жениться хочет. Все, больше не приходи. 2-й раз не отпущу. В этом нашумевшем фильме Алексея Балабанова «Война», герои, от которых боевики требуют выкуп за жизни близких, со своей бедой и отчаянием 1 на 1. Лишь в финале на помощь им приходят федеральные силы. Товарищ полковник, капитан Медведев. Слышь, обложили нас тут. В вертушку пришли, а? Но в жизни не так, как в кино. Каждый вызволенный из плена – результат не героической самодеятельности, а трудных и долгих переговоров и боевых операций, в которых порой задействованы сотни солдат и офицеров.
Так было и в конце 1999 года, когда 17 ноября у селения Харачой Веденского района Чечни разведгруппа 31-й отдельной воздушно-десантной бригады столкнулась с вооруженным до зубов отрядом боевиков. В неравном бою погибло 12 десантников, 2 попали в плен. Через месяц, в декабре 1999-го, поступила оперативная информация. Захваченные бойцы Ульяновской бригады вместе с другими военнослужащими удерживаются бандой Басаева. Одному из военнослужащих ему отрубили палец для того, чтобы он впоследствии потом не мог стрелять, как ему потом объяснили. Их из одного места перевозили в другое. Это все под населенным пунктом Ведено. Это родовое село, где Шамиль Басаев родился, жил, рос и в последующем воевал. И своими бойцами прямо под носом у сил НАТО обеспечил плацдарм для прибытия в Приштину российских миротворцев. Весть, что русские, опередив американцев и англичан, вошли в Косово, тогда взбудоражила весь мир. За подготовку и обеспечение той операции сводного батальона ВДВ Юнусбек Евкуров получил золотую звезду и звание Героя России. Какие именно действия он совершил, какие решения принял, до сих пор остается государственной тайной. Причем засекречены не только операции, в которых участвовал и которыми руководил Евкуров в Югославии, но и большинство других. Время придать их гласности еще не пришло. Но кое-какие детали героической биографии Юнусбека Евкурова мы сегодня все же раскроем. Ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Приштина, Косово. Сербы, пережившие ужас натовских бомбардировок, забрасывают БТРы российских миротворцев цветами и ликуют «Браво, Россия!». Так наших военных встречали в Европе, разве что в 1945-м. Главный герой этой уникальной операции остался за кадром. Мало кто знает, за несколько дней до прихода основных сил важный стратегический объект в Косово, аэродром Слатина, уже находился под контролем небольшого отряда спецназа ГРУ, которым руководил майор Юнусбек Евкуров. В июне 1999 года Евкуров